друзья! В эфире передача «Утро Калмыкии». И с вами я, ее ведущая Юлия Махалиева. Но не одна, как вы можете увидеть. Сегодня мой соведущий Герман. Доброе утро! Доброе утро, Юля! Надеюсь, мой блестящий ум и сверкающая красота Юли сделают нашу передачу лучшей на всем постсоветском пространстве. Не сомневаюсь. Да. Герман, а вы делаете зарядку? Я зарядку делаю иногда. А почему? Потому что зарядка вредна для организма молодого. Не согласна. Да. Наши тренеры подтверждают обратное. Да. Они говорят, что это полезно и нужно. Нет, но если тренер хороший, симпатичный, я согласен. А у нас других и нет. Внимание на экран. Прекрасно. Доброе утро, Калмыкия. Меня зовут Кермен, я инструктор Пордебра. Сегодня я покажу тренировку с лентами. Это дополнительное оборудование Пордебра. Лента эластичная, она придает нам рельеф и силу. Как я говорила, в Пордебра есть дополнительное оборудование. Сейчас это у нас лента эластичная. Хорошо, становимся. В правой руке у нас лента. Начинаем наклон влево. Сгибается левое колено. И натяжение в правой руке. Вправо наклон. Повторяем. Последний раз. Хорошо, остаемся в центре. Руки на себя. Раскрываем грудь. Еще раз. Добавим колени. Раскрываем грудь. Вдох. Колени. Выдох. Вдох. Выдох. В левую сторону. Открываем. В правую выдыхаем. Центр. Выдох. И повторим наклоны. В центре. Мы закончили тренировку. Всем хорошего дня. Любите спорт, любите себя, наслаждайтесь жизнью, живите здесь и сейчас. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. У нас в студии находятся интересные гости, других мы не держим, как вы знаете. Это Милана и Санал Алексеевич. Прежде давайте вкратце каждый из вас расскажет немножечко о себе. Давайте, пожалуй, начнем с вас, Санал Алексеевич. Санал Алексеевич Даваева, доцент КГУ, и по совместительству я занимаюсь тем, что я руковожу студенческим отрядом Калмыкии уже некоторое время достаточно продолжительное, и занимаюсь трудовым и патриотическим воспитанием студенческой молодежи Калмыкии. А как давно вы этим занимаетесь? Ну, лет 15-20, наверное. Солидный срок. Меня зовут Милана Полоусова, я обучаюсь на гуманитарном факультете в Калмыцком государственном университете. Мое направление называется зарубежная филология. Я уже на 4-м курсе, и в отрядах я 3-й год, являюсь методистом студенческого педагогического отряда «Джангар». Вот. Звучит грозно. Мне известно, что в этом году исполняется вот уже 60 лет студенческим отрядом Калмыкии. И грядет одно интересное мероприятие. Давайте про него подробнее.
Совсем недавно исполнилось 65 лет студенческим отрядом России, то есть как бы СССР, да, СНГ. А у нас же, как в Калмыкии, получается, мы чуть-чуть позже зародились, судя по истории, по архивным данным. И 60 лет назад при Калмыцком университете создались первые студенческие отряды. Они были еще при пединституте, но архивные данные именно с Калмыцкого университета началось 60 лет назад. Первые студенческие отряды начали поднимать целину, работали в Калмыкии, Калмыцкая ССР, поднимали колхозы, совхозы, строили школы и работали как раз на благо развития нашей Калмыцкой республики. Сейчас мы больше занимаемся тем, что выезжаем в лагеря. У нас больше всех развит студенческий педагогический отряд. Вот. Мы работаем вожатыми как на территории республики, так и за ее пределами. И в связи с этим мы хотим привлечь как можно больше молодежи, студентов к нам в ряды. И, в общем-то, от слета мы ожидаем, что к нам еще больше ребят придет. А что нужно сделать, чтобы вступить в ваши ряды? Вообще, каждый год у нас проходит школа вожатского мастерства, мы агитируем, ходим по факультетам, рассказываем о том, что вот у нас скоро будет совсем концерт открытия, на него ребята приходят, мы формируем отряды и проводим, соответственно, школу вожатского мастерства. У нас рассчитано на 144 часа. Это как лекции, так и практика. Практика — это в основном игры. Вот. А сейчас, вот, если студенты нас смотрят, они могут прийти и сказать: вот, я готов, хочу к вам, да? Или уже поздно? Нет, никогда не поздно, мы всегда всех ждем, вот, но у нас в этом году прям большой ажиотаж, 140 человек к нам пришло, но в любом случае мы всегда всех ждем, вот. Я правильно понимаю, раньше студенческие отряды, можно сказать, занимались тем, что ездили копать картошку, вот, помогать, ну и не только. Они занимались, и мы тоже этим занимались. В этом году у нас работали сельхозотряды, да, работали стройотряды у нас, как бы, да, есть сельхозотряды, стройотряды, у нас много направлений, и ребята, каждый, в зависимости от своего желания, пожелания, будущей своей специальности, выбирают на свой курс, и куда им поедут летом работать. Вот у нас ребята только 1 октября поехали с Липецка, это сельхозотряд большой, они работали в Липецком фруктовой компании, собирали яблоки. Есть строительные отряды, это в основном инженерный факультет, ну и сам, как большой Милан сказал, самое большое направление — это вожатые, которые работают дома. У нас Калмыки, лагеря Калмыки, и большое количество вожатых у нас работает на Черноморском побережье, в всероссийских детских центрах, в лагерях, где мы работаем постоянно, и вожатые наши с удовольствием выезжают работать на побережье. И тут напрашивается вопрос: это вот все как волонтерское или выплачивается какая-то сумма? Не, ну, волонтерство, слово волонтер, как бы, наверное, вперед с французского, наверное, это как бы человек, который занимается благотворительной деятельностью бесплатно. Да. Мы же бесплатно занимаемся тем, что в течение учебного года помогаем как бы университету, слоям населения, которые у нас просят помощи, работаем с детьми, помогаем пенсионерам, ветеранам. А в летнее время, получается, у нас студенты выезжают работать и получают достаточно интересно, ну, зарплата, особенно строительные и сельхозотряды, они получают зарплату достаточно, ну, для студента нормальную. Это в этом году, получается, кто работал в Липецке, они получили за 2 месяца около 70 тысяч. А про вожатых мы говорим, мы работаем не ради денег, мы работаем ради детей. Вот. Нас не особо интересует заработная плата. Ну, вожатые Калмыкии мы стараемся обеспечить их проездом, питанием, проживанием бесплатным. А они получают зарплату от 10 до 22 тысяч, в зависимости от должности, за 21 день. Но главное для вожатых, это же, как говорит Милана, дети. Это дети, эмоции, это костер, романтика, море, как бы там совсем другое, да. Согласна. Весна прошла, и мы уходим в лето, туда, где дружба, солнце и закат. Нас ждут дела за горизонтом этим. Мы Джанга, студенческий отряд. Печаль и грусть вожатому не пора, ведь есть отряд, где каждому ты свой. О, вокруг полно друзей, в руках гитара, и детский лагерь — это дом родной. Джангар, гордо ты звучишь, Джангар, вы
это ты и я. Джангар, гордо ты звучишь, Джангар, выше всех стоишь. Джангар, целая семья, это ты и я. Вожатые калмыки, они ведь есть повсюду. На них порою держится калмыцкая земля, и руки их творят лишь светлое, простое чудо. Во славу Джангара ребятишек горят сердца. Совсем не важно, кто они, родом, откуда. Лишь сердце зов и доброта в дорогу их зовут. И вопреки законам, даже самым мудрым, забыть они готовы сон, комфорт, уют. Один за чудом устремится в горы, другой тернистый выберет себе маршрут, а третий просто так для Джангара любимых деток весь без остатка посвятит свой многолетний труд. Лишь те, кто видел это, я верю, не забудут. Все то, что было, пусть пройдет немало лет. Ты вспомнишь, как творили, верили мы в чудо, и как награда в детских душах зажигался свет. Джангар, гордо ты звучишь, Джангар, выше всех стоишь. Джангар, целая семья, это ты и я. Джангар, гордо ты звучишь, Джангар, выше всех стоишь. Джангар, целая семья, это ты и я. А что еще вы делаете? Ну, в течение года мы занимаемся волонтерством, как Санал Алексеевич сказал. Также мы как являемся участниками слетов, так и организовываем их. Вот как вы уже сказали, у нас совсем скоро пройдет слет, посвященный 60-летию калмыцких студенческих отрядов. И в связи с этим запланирован ряд мероприятий. Мы к этому очень готовились, этого очень ждали. Обязательно будет торжественная часть с награждением. И, собственно, сам смысл этого слета у нас в том, что мы хотим выявить несколько, так сказать, лучших из лучших в различных категориях. Мы хотим устроить конкурс «Лучший боец», «Лучший вожатый», «Лучший строитель» и «Лучший волонтер». В этих номинациях могут поучаствовать как ребята, которые уже совсем давно в отрядах, также и новички тоже могут принять участие. Для этого они регистрировались у нас в Google формах, мы размещали их в группах ВКонтакте, и было мини-испытание. Далее они ознакомятся с курсом лекций, мастер-классов. У нас даже специально для этого будут приглашенные гости из других региональных отделений. Да. Здорово. Это Самарская РО, Ростовская и Орловская. Вот. Приедут спикеры, лекторы, нам помогут провести, собственно, наш слет, поделятся опытом. Я думаю, это будет интересно. По итогам лекций и мастер-классов будут выведены финальные испытания. Для волонтеров и вожатых это будет защита проекта, а для бойцов и строителей это будет тест. Вот. И, соответственно, после того, как все это пройдет, будут выявлены лучшие. Но еще мы хотим позвать совсем ветеранов движения студенческих отрядов, которые как раз в 70-80-х годах работали. Предвосхитили мой вопрос. Да, поднимали республику, достаточно известные фамилии республики. Вот бывший покойный министр культуры Николай Джамбулович, да, он тоже стоял у истоков создания студенческих отрядов. Проект университета, то есть сейчас Мушай Владимир Иванович, профессор, он тоже стоял, сейчас декан инженерного факультета Ивиев. Они все вот в свое время работали в студенческих отрядах. Вообще, в те советские годы очень много студенческой молодежи, они все прошли через школу студенческих отрядов. По моим данным, чуть ли не сотни тысяч студентов прошло через ваши отряды. Да, и вот университет как раз находится на 5-м микрорайоне, его как раз строили студенты. Во многих объектах, вот в многих поселках Калмыкии мы видим часто вот знак ЦСО, что именно эти объекты строились студенческими отрядами. И поэтому, что тогда была очень сильная школа жизни, да, и сейчас вот студенты, которые работают летом в студенческих отрядах и вне лета также занимаются такой волонтерской патриотической деятельностью, они тоже очень много мучатся. Получается, вот Милана, студентка 4-го курса, этим летом она работала у меня заместителем директора в лагере по методической работе, и она очень сильно прокачалась в плане
документоведения, работы, методические документы, сопровождения, образовательной части. И любой человек, студент, который попадает или в сельхоз, или в строй, или вожат, или педагогический отряд, он за лето учится жизненно-практической деятельности, да, то, что, например, там одно дело знания теоретического университете, и главное, чтобы он еще мог подкрепить свои знания практической деятельностью, заработать свои первые деньги, как бы приехать домой. И главное, и самое главное, что он находит друзей очень много по всем регионам. Это самое бесценное, которое есть, например, мы можем дать студентам. И самое главное, то, что еще студенты у нас очень много путешествуют. Вот мы недавно были на форуме в Анапе, да, вот мы сейчас как раз должны ехать как раз в Крым на форум вожатых. У нас как раз молодой человек прошел конкурс на лучший боец сельхознаправления, он будет представлять Калмыкию у нас. И поэтому самое главное, что мы даем студентам, это обмен информацией, взаимообмен, поддержку, да, и главное, новое знакомство, новых друзей. А иностранные студенты могут примкнуть к вам? Ну, по законодательству они имеют право работать, и у нас есть студенты, да, которые, например, студенты среднеазиатских республик, и они очень достаточно позитивные, и такой опыт у нас есть, и мы привлекаем часто таких студентов, и даже очень рады, когда к нам приходят такие ребята. Да, они обычно очень заинтересованы во всем этом, им интересно. Помимо того, что они знакомятся с культурой нашей, еще они знакомятся с понятием таким российские студенческие отряды. Это такое большое масштабное движение, где объединены студенческие отряды со всей страны, получается. Мы тоже входим в состав этого движения. Вообще его цель, его основная задача — это обеспечение студентов занятостью трудовой на летний период. Собственно, чем мы и занимаемся. Также у нас есть своя, так сказать, униформа. Это раньше было униформой, а сейчас это уже больше что-то такое торжественное, парадное. Мы надеваем на все праздники, которые у нас связаны с отрядами. Это называется бойцовка. Сюда мы вешаем все, что у нас связано с нашими отрядами. Здесь находятся значки с различных форумов, где мы побывали. На правом нагрудном кармане находятся значки, которые связаны с отрядом, а тут это семестровки, то есть по ним можно понять, сколько целин, сколько летних периодов я отработала, 3, соответственно. Это кирпичи называются, они тоже символизируют отработанные целины, да, и на каждом из них отображено какое-то событие этого года. Это лычки, они помогают узнать, кем ты являешься в отряде. У меня эта лычка означает, что я методист. Также шевроны, которые означают, что я именно из студенческих отрядов Калмыкии. И накатка на спине, да, мне повернуться, наверное, надо встать, она выглядит так. Ох, красота. Тоже символизирует именно студенческие отряды Калмыкии. А внутри мы вешаем значки, которые нам дарят. Да. Ну все, я тоже теперь хочу к вам. Я давно не студент, мне уже нельзя. Вообще, к сожалению, нет, но многие к нам приходят именно потому, что им интересно, что это такое, как получить. И меня в свое время тоже это очень привлекло. Да, они приходят, говорят, где нам получить красивую куртку. Получается, если мы едем на слет, на форум какой-то и видим других ребят, других Томска, Самары, у них тоже почти самое, может быть, отличаются цветовой гаммы, например, студенческая отряд Самары, Томска, но мы уже понимаем, сколько человек где-то работал, где работал, какую должность, и опыт работы, и где он побывал, и буквально, то есть читаемо сразу, в зависимости от что человек от себя одел, поэтому называют ее бойцовка, целинка, в зависимости от региона. И, как говорят многие студенты новоиспеченные, новоиспеченные, кто к нам пришел, красивую курточку нам дайте, мы тоже хотим ходить. Я тоже хочу. Красивую курточку не так просто получить, нужно обязательно отработать хотя бы одну целину и проявить себя в студенческих отрядах. И только после этого есть возможность стать полноценным бойцом с бойцовкой. Все понятно.
Хорошо, друзья, мы постепенно приземляемся. У нас время добрых пожеланий нашим зрителям. И сегодня пятница. Может быть, что-то особенное вы хотите пожелать? Ну, я хотел бы, во-первых, всех поздравить с предстоящими праздниками, с юбилеем студенческих отрядов Калмыкии. 60 лет – это достаточно большая веха, большой этап. Все, кто имел отношение, все советские, комсомольские годы, был комсомольцем, поднимал Калмыкию, работал на благо нашей страны, на благо республики. Я поздравляю вас всех с праздником. Следите за собой, следите за своим здоровьем, пожалуйста, не болейте. И хотел бы всем пожелать хороших выходных и, самое главное, беречь себя. Я бы хотела всем пожелать море удачи и дачи у моря. Ух, отлично, спасибо. Спасибо за беседу. Наденем же снова мы куртки зеленые, вдохнем аромат целины и вспомним от жаркого пота соленые славные летние дни. И вспомним от жаркого пота соленые славные летние дни. Вспомним, как солнце встречали подъемами, как не хотелось вставать. Вспомним, как утром сквозь улицы сонные шли на работу опять. Вспомним, как утром сквозь улицы сонные шли на работу опять. Потом глаза заливало порою нам, вечером рук не поднять. Но то, что мы с вами сегодня построили, будет веками стоять. Но то, что мы с вами сегодня построили, будет веками стоять. Пусть говорят, что романтики вымерли, пусть говорят, что их нет. Но снова отряды дорогами пыльными уходят, чтоб встретить рассвет. Но снова отряды дорогами пыльными уходят, чтоб встретить рассвет. Уверена, кто-то из вас уже знаком с нашим котом-талисманчиком по имени Наранчик. А вы, Герман, знаете этого котика? Котика знаю, Наранчика нет. Давайте познакомимся. Давайте познакомимся. Он у нас дает дельные советы. Внимание на экран. Дорогие зрители, в эфире снова я, кот Наранчик. Знаете, я так люблю осень. Она очень подходит к моей шерстке. Все эти листья и трава. Красота! Сегодня я хотел бы напомнить всем о том, что руки все еще важно мыть сразу после того, как вы пришли с улицы домой. Все, натрите. Рад был дать совет. Юлия, Да. а вы знаете что? Что? А вы знаете где? Где? А вы знаете когда? Так, что, когда? Сейчас узнаем. А, правильно, сейчас будут новости. Лаганские школьники-волонтеры стали участниками социального проекта «Рука помощи». Он создан для оказания адресной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам. Очередной трудовой десант был организован специалистами Лаганского комплексного центра социального обслуживания населения совместно с учениками 7 класса Красинской школы. Ребятами была проведена уборка на приусадебной территории и участницы строительства железной дороги Астрахань-Кизляр Валентины Назаровны Баканевой и вдовы участника Великой Отечественной войны Александры Ивановны Головковой. По словам специалистов центра, ребята живо откликнулись на призыв помочь пожилым людям, чья доброта и приветливость покорили детей. А простые от души сказанные слова благодарности заставили школьников улыбнуться и поверить в себя и в свои способности творить добро. В Национальном музее имени Пальмова открылась персональная художественная выставка заслуженного работника культуры России Василия Хохулина. В экспозиции представлены более 70 работ в разных жанрах.
Это и портрет, пейзаж, и натюрморт, а также сюжетно-тематические картины. В Национальном музее Калмыкии имени Николая Пальмова открылась персональная выставка известного калмыцкого художника, заслуженного работника культуры Калмыкии и России Василия Хохулина. В экспозиции представлены более 70 работ, созданных художником в разные периоды жизни. Так, например, бургустинский пейзаж навеян воспоминаниями о беззаботном детстве, признается творец. Также в коллекции автора есть и другие полюбившиеся картины. Пейзаж там бургустинский есть, вон там вдали. Понимаете, это связано с нашим лагерем, поездкой в Бургусту, потому что мы со школой, был организован когда-то лагерь, он был обеспечен городом, понимаете, то есть мы жили 24 дня в палатках, ребята писали, понимаете, каждый день по 7-8 часов, а то 10 работали, приезжали оттуда подготовлены с кучей этюдов, набросков, зарисовок. Теперь мне нравится вот с волками, понимаете? Тут особый зверь, который вот одинокий там волк есть, и многие волки, которые... Такая тема, почему? Потому что волк и стая волков, они особо, так сказать, с собой вот эти организованы. Вот эта организация, наверное. Вы и портреты видели, они тоже с любовью сделаны. Василий Хохулин работает в разных видах и жанрах изобразительного искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетно-тематические картины, является автором многочисленных графических и акварельных работ. На вернисаже персональной художественной выставки присутствовали родные, друзья, коллеги и ученики Василия Хохулина. Среди выпускников художника множество известных в России и за рубежом живописцев: Валерий Ашкулов, Степан Батиев, Галина Ушанова, Мерген Машулдаев, Юрий Хаджинов. Познакомиться воочию с творчеством своего наставника пришли и учащиеся детской художественной школы имени Гарри Рокчинского. Василий Иванович больше полувека является директором этой школы. Искренне преданный своему делу, он прекрасно передает личный опыт подрастающему поколению. Василий Иванович хороший директор, он нам помогает. Рисунки его картины очень атмосферные, красивые. Атмосфера тут теплая, хорошая, художественная. Василий Иванович очень хороший человек, мне он очень нравится, он очень добрый. Тут такая теплая, привычная атмосфера, все про художников. Талант Василия Ивановича многогранен. Помимо преподавательской деятельности, он активно занимается творчеством и даже успешно выступает совместно с Национальным оркестром калмыцких народных инструментов, исполняя русские народные песни и романсы. Только ты ночи жаркие под русской проводил, какие полушалки красивые дали. Играй, играй, рассказывай, кальяночка сама. Гости творческого вечера не скупились на аплодисменты, слова поздравлений и благодарности в адрес живописца. В зале царила дружелюбная, приятная и душевная атмосфера. Каждый мог соприкоснуться с искусством, проникнуться творчеством известного художника. Я когда пришел на эту выставку, мне даже стало как-то вот легко. О, как хорошо. Я как бы в своей сфере. Он отдает душу своим работам. А если отдает душу, значит он передает и нашу жизнь. В завершении вернисажа гости смогли детально и внимательно изучить яркие работы мастера кисти, найти в них скрытый глубокий смысл, заложенный автором, который непременно оставит в каждом из присутствующих теплый след жизнелюбия Василия Хохулина. А теперь акапелло от Германа, посвященная доброму утру. Доброе утро, страна! Давно проснуться, пора. Ты не поверишь, погода шепчет, сияет солнце и от улыбок жара. Герман, прекрасно. Уверена, те, кто еще не проснулся, окончательно проснулись. Они уже пьют кофе в постели. Скорее всего. Да. Но пришло время прощаться. С вами были Юля Махалиева и Герман. Мы желаем вам отличного настроения на этот день. Хорошего дня. Да. Пока-пока.